Ребятушки, всем привет! Ребятки, вырвались мы сегодня в лес с супругой после работы. Время пятый час вечера. Нам до леса недалеко. Приехали в поселок Первомайский к родителям, оставили ребенка. И на пару часиков маханули погулять по бору, посмотреть грибы. Так как пошла информация, что вышли первые грибочки. А первый гриб это у меня, ребят, белый, это боровик. Остальной гриб меня не интересует, потому что белый гриб, ребят, это самый любимый гриб мой. Красиво он растет, очень красивый гриб. Значит, приехали на свое любимое место. Тут такой треугольничек, беломошник. Пока заходили, попали под дождь, конечно, немного. Сейчас погуляем. Я думаю, на жарежку что-нибудь наберем. Хотя сегодня выходной праздник. Народ ходил, гулял в любом случае. И вот, ребят, пока с вами разговаривал, нашел боровичка. Вот он, первый боровичок, ребят. Красавец. Вот он, симпатяшка. Много, конечно, критики от диванных рыболовов, туристов, я так их называю. Как брать, лучше срезать или выдергивать. По мне так против часовой стрелочки выкручиваем. И все. Когда обрезаешь, корневище остается и грибница, на мой взгляд, гниет и портится. А так она вроде как будто бы сохраняется. Да я не знаю, в принципе, и то, я думаю, плохо. Нашел беленького, и вот видно, ребят, или сегодня, или вчера срез белого, свежий срез, уже такого крупного. Но этого не заметили. Хотя, возможно, вот этот рост, это ночной рост. Гриб растет за ночь 7 сантиметров, и растет он только ночью. Все, ребят, я счастлив. Первый боровик есть. Так что все, гуляем, ребят, смотрим, балдеем. Супруга где-то по той стороне гуляет. Она у меня грибы любит собирать. Все, ребят. Начало положено. Думаю, будет конец. Потихоньку, ребят, начинается пора гриба, ягод. И охоты. Скоро осень. Скоро. Самая моя любимая пора, ребят, это осень. Не весна, не лето, а вот именно осень. Когда все распускается. Грибы, ягоды, трофейная рыба, дичь, и так далее. На югах бархатный сезон, ребят, это фрукты и так далее. А вот у нас на севере это тайга, это сборы ягод, грибов. Заготавливаем на зиму и зимой уже кушаем, кормим детей своих. А так, ребят, походить вот так по лесу, это милое дело, вообще шикарно. Ладненько, гуляем. Срезов, ребят, много. Срез свежий. Это, походу, сегодняшние срезы. Как говорится, это проверено уже. Приезжаешь рано утром. Естественно, за грибами надо ехать рано утром, потому что конкурентов, так сказать, много. Возможности набрать грибов побольше. А вот, ребятки, еще один. Смотрите, опять же, срез. Вот я как говорю. И вот такой малыш. Даже два симпатяшки. Это самый цимус, ребят. Первый гриб мы возьмем, естественно. Раз. Вот второй. Красавчики. Вот недавно срез был. И вот это, ребят, это 100%, это ночной сход. 100% гриб потихоньку начал расти, выходить. И я радуюсь, что у меня скоро отпуск, ребят. Я просто пропаду в этом лесу, я просто уеду с дома куда-нибудь далеко и надолго. Четко. Четыре грибочка, ребят, уже в моем пакетике. Кто-то думает, наверное, пришел за грибами с пакетом. Конечно, классика жанра, ребят, это корзина. Но у меня за спиной вот такой короб.
Потом в дальнейшем я вам покажу, что за короб, что он из себя представляет. Так что все нормально. Вышло солнышко, хотя промокли сразу, пока заходили. Есть у нас вариант погулять, потому что потемнело резко, а сейчас вот стало светло. И уже, ребят, охота найти вот этого крепыша, вот этого кабана такого конкретного. Уже все, у меня уже сердечко на эмоциях. Я хочу, ребят, увидеть этого солидного грибочка. Где-то он спрятался, но мы его найдем. Когда, ребят, растет такой беломошник, вот видите, да? И местами попадаются вот такие черничники, их никогда не надо обходить, потому что, ребят, здесь может спрятаться красивый гриб. А именно два белых ребятушки. Ха-ха-ха. Вот они, красавцы. Правда, немного испортились под коряшки. Ух, нифига зарылись. Пацаны, вы что там? Сейчас попробуем достать сразу два. Опа. Вот такой, ребят. О, ребятушки. Вот он, красавец. Немного уродливый, потому что коряга стоит. Ну все, ребят. Пошла движуха. В плане, ребят, белого гриба многие путают. А луговой белый гриб, он такой более коричневый, и у него ножка такая длинноватая. А это, ребят, боровик. Это боровой белый гриб, он растет конкретно на бору. У него выраженная такая черная шляпа и почти такая же нога, ребят. Вот это боровик. Самый красивый, самый классный гриб в мире, я так думаю. Порезов много, ребят. Под шляпка уже зеленая. Это уже означает, что грибу 3-4 дня есть. Так что можно мотать на ус. А в моем случае это на бороду. Что грибы уже начинают выходить, ребят. Но это, конечно, не ажиотаж. Когда идет ажиотаж, ребят, я не знаю, что происходит. Просто не хватает рук. Иной раз набираем столько, что просто некуда девать. Ну, соответственно, собираем для себя, родственникам, допустим, кто не может выйти в лес. Ну, есть у нас приемные пункты. Москвичей принимают белый гриб. И уже в ресторанах продается за бешеные бабки. А так по сезону, зная, кто не работает или еще какие-то причины, или отпуск, делают на грибах, на ягодах такие бабки, ребят, что зимой покупают себе снегоходы, ну, квадроциклы и так далее. Хорошие деньги можно понять на вот этом деле. Ну, соответственно, по сезону. Бывали сезоны, что его нету вообще. Как бы немного вышло и все. А бывает так, что, ребят, он просто прет и прет со страшной силой. А вот, ребятушки, еще один красавец. Ну, правда, его немного поела белка или бурундук. А так, неплохой гриб. Вот он. Симпатяга. Симпатяга, ребят. Потихоньку, помаленьку собираем. Вот, ребят, вот это позер. Вот это самый красавец. То, что надо. Второй сорт, я так им говорю. Третий сорт это уже зеленая шляпка. А это вот второй сорт. Ну, здесь грамм 150 в нем. Красавец, плотный. Вообще шикарный. Сейчас проверим его на чистоту. И чистый, ребят. Грибы стараюсь чистить в лесу тщательно, чтобы дома по минимуму прийти уже и все. Чистенький гриб. Во, симпатяга.
За него лайкосик, ребят. В плане грибов, ребят. Грибы надо ходить спокойно, никуда не спеша. Ходишь, круги, грубо говоря, круги наматываешь. Никак не могу забыть детство. Помню, с пацанами приехали на велосипедах. Были троем или четвером, уже не помню. И разделились вот так по метров 10 и погнали косить бор. Основной мужичок был рядышком. Давай, говорит, пацаны, идите. И мы что-то пролетели все это дело. Все, бор закончился. У нас там по 5 грибов. Решили развернуться. И смотрим на этого мужичка. Он идет за нами, получается. И у него полная корзина грибов. Вот так. Потому что замечено, ребят, вот, допустим, сейчас иду. Вот прошел вот с этого ракурса. Его как бы не замечено. Он как бы под елкой там и еще. А можно пройти опять же по этому месту с другой стороны. И уже ты уже его увидишь. Потому что вот еще срез. Это, ребят, замечено мной уже всю жизнь. Я еще не успел начать разговаривать, я с грибами уже ходил. Родители меня приучили. И все это мне по кайфу. В лесу, ребят, очень красиво. Красивые места. Беломорщик такой. После дождя еще свежо так стало. Красота. Красота. Ну, ребят, с грибом как бы не сказать, что там его много. Во-первых, мы приехали поздно. Повторяюсь, сегодня выходной. Вчера выходной у людей был. И народ в любом случае приходил, и это видно. Но мы приехали вечером погулять. Но все равно нет. Находим. Сегодня будет первое. Точнее, не первое уже. Я когда-то ходил, уже на жерешку собирал. А сегодня будет жареха с грибами, с белыми. Красота. В плане, ребят, праздника. Многие, может, не понимают, что за праздник. У нас в Республике Коми, ребят, сегодня день республики. Конкретно не день города, а день целой республики. Республика Коми, ребят, у нас состоит из 9 городов. Город Сыктывкар, столица его. Я живу практически на юге. И хотел бы, ребят, передать своей пехоте, своей банде. Это банда из блогеров. Начнем с севера, это Печора. Александр Устаев, братан, привет тебе огромный. Чуть-чуть ниже Вуктыл. Это рыбалка на Печоре. Леха, братан, тебе тоже большой респект с меня летит. Идем дальше. Троицко-Печорский район, Троицк. Это Гена, канал Коми Рыбак. Геннадий, здорово. Как дела у тебя? Ну и столица, ребят. Канал Тяп-Ляп. С кем? Это Дамир. С кем я мучу воду, так сказать. Кто мне помогал в начале своей деятельности, ну и так далее. С этими людьми я созваниваюсь, держу крепкие взаимоотношения, постоянно на телефоне, на созвонках. Ну и много-много, ребят, пацанов, Мазай, Емва, Сосногорск, путаюсь, ребят. Много-много пацанов. Также всем большой респект подписчиков с Коми. Ну и всех жителей Коми с праздником. Дай бог здоровья. В плане Коми народа, ребят, могу сказать одно. Народ крепкий, дружелюбный и всегда выручит в беде. Это замечено уже. По своей работе езжу по другим областям. Допустим, Архангельскую область возьмем. И мне по работе приходится общаться с людьми, как бы с населением. И бывает заходят за разговоры, и часто люди с Архангельской области приезжают к нам в Коми, и видно, говорит, по вам то, что у вас, говорит, ну, своеобразная движуха, у вас как-то не так, как у нас, говорит, на дорогах пропускают, там уступают и так далее. Ну, я в плане Коми народа и лично от себя хочу сказать то, что комики, ребят, это люди проверенные, северные, жесткие с одной стороны, но с другой стороны они мягкие. Так что Коми народ, ребят, это мощь, это сила.
Сейчас многие скажут, ну там давай базаришь за своих. Ну это серьезно, ребят. Был в армии и 48 хомяков, так называемых, поехало в город Егорьев 6, это Подмосковье. В этой части хомяки были впервые. И в конце службы начальник, командир части, ребят, базарит. Я, говорит, брал хомяков первый и последний раз. Они трудоспособны, они могут делать все. Дай им лопату, они откопают, зароют. Дай им лом, они там лом согнут. Ну, в плане жесткости и в ответе за себя, ребят, 100%. Коми народ, ребят, это как кавказская национальность. За друг друга бьются до талого, до последнего. Это, ребята, я вам гарантирую. Вот еще малыш, красавчик. Рядышком еще маленький. Да, маленький, я уже видел тоже. Малыш тоже. Ну, мы возьмем, это первый гриб. Будем жадничать. О, красавец. Прям целиком можно жарить. Зашли с Лариской на такой пятачок специально. Потому что, говорю, давай зайдем, здесь маленькое такое местечко. И здесь обычно люди проходят, пробегают. И вот, пожалуйста, два красавчика. Раз, аж вылетел. Дождь прошел, сырые, два. Вот такие, ребятки. А? Четко, красота. С моментом, ребят, как я родом с этих мест, захожу вот такие специальные маленькие закуточки. Ну, найти свой гриб. Ага, вот он, ребят. Все равно взял. Юрьевна взял своего. Такой, правда, доходяга, но это белый. Это он. О чем, ребята, я говорю. Заходили с Лариской вот туда. Сейчас возвращаемся, получается. Стоит один. Так, я уже забыл. Стоит второй. Вон. Стоит третий. И вот стоит четвертый. И раздавлен. Четвертый. И раздавлен. Но это не мы раздавили. Это уже они начали гнить. А это вот сегодняшняя ночь вышла. Вот, ребята, о чем говорю. Прошли туда, получается. Ракурс вообще не виден. Гриб маленький. А в итоге обратно уже вот. Бац. Как будто перед нами они появились и вышли. Давай, Лариска, собирай. Вот еще один красавчик. Малыш. А еще вижу. Да я там вдалеке тоже уже видел. Ну, давай. Берем, как сказать. Вот, ребят, первая сходка. Вот он. Ларис, ну покажи. Нет, он грязный. Грязный, да? Червивый, что ли? Да. Да. Бывает, да, маленький червивый. Шли, ребят, через дорогу. Здесь получается новый борик. Ну и вот малышей собираем. Опа. Вот он. Красавчик. А я вижу, ребят. А я вижу. А Лариса Юрьевна не видит. А я вижу. Ах, малыш. Он такой какой-то... А, его белочка погрызла и начал болеть. На беломорщике, ребят, одно удовольствие себе грибы. Издалека прям видно, что шляпочки торчат. Ну, правда, маленькие. Ну вот. Только пошел. Только пошел. Что, ребят, выходим потихоньку к дому. Погуляли около часика. И, в принципе, на жарежку набрали. Ларис, покажи, какого там улов у тебя. Вот, улов у супруги моей. Там сыроежки, смотрю, в ход пошли. Но у меня, ребятки, чуть-чуть побольше. Набрали, короче, на жареху. На две даже. Потихоньку шагаем к машине. Надо выходить. Все, ребят, дошли до машины. Все, хотел показать вот этот коробочек. Это самодельная работа. Я не знаю, сколько себя помню, ему столько же лет. Ручная работа, раньше деды делали. Он из бересты получается. Очень легкий, вот и в плане грибов очень удобно. Допустим, тот же пакетик я собрал полный. Взял, открыл его. Крышка простая, просто вот так одевается. Открыл, пересыпал, закрыл и иду налегке, а грибочки у нас там получается. Также лукошко, собираешь ягоды сюда, пересыпаешь
гриб, ягода не портится, не мнется и по дому сохраняется. Также для рыбы очень, для харюза нормально. Вот такой коробочек в данный момент, ребят, сейчас уже, ну его не найти уже. Это раньше старики делали, сейчас не знаю, занимаются, не занимаются. Вещь вечная, еще правнукам останется. Так что вот такой коробок прикольный. Что, ребят, все, выезжаем домой. Вот такая прогулочка у нас с супругой. Часик погуляли, в принципе, нормально. Набрали на жарежку. Ну все, поняли, что гриб пошел, значит скоро у нас конкретно выход за грибом. Кому понравилось, ребят, ставим пальчик в воздух. Впереди очень много, так что на связи, ребят.